несу. Куда занесло? Нет. Пустая. Дети. Вот они какие были. И вот какие стали. Глядят, спрашивают, будто, к чему это все? Да-да, и то к чему. Когда-то написал я про мужика Пахома, который знал, к чему это все. Жил, чтобы слаще есть, мягче спать, иметь всего много, и денег, и земли. И про веселых, мудрых башкирцев, которые сказали ему: бери, клади 1000 рублей в шапку и бери. Что за день от восхода до заката бежишь, пометишь, все твое. Вот. И стали ждать. Интересно им было, много ли этому человеку земли нужно. Не первый раз так они ждали, и всегда одно и то же выходило. Так и теперь. Залкал человек. 3 аршина, чтобы закопать. Вот сколько ему земли понадобилось. Хоть бы тогда в самарских степях сколько земли за бесценок скупил. Какая жадность. Зачем? Для кого? Жена говорила для детей. Это чтобы им слаще есть, а дольше спать. А надо-то всего 3 аршины. Как ни верти, надо земли всего те же 3 аршина. Да. Чехов сказал, это трупу 3 аршина, а человеку нужен весь мир. Экая высокомерная фраза. А вот не посчиталась она и с ним. Это 44-то годика. То молодость нам говорила, талант жизни. Бывало и у меня так. Бывало. Шумела молодость. Шумела, да отшумела. Любил я ее. Да ведь и теперь не переступишь. А сколько встало между нами за эти годы. О, Господи, что я ему сделал?
13 детей ему родила, 9 взрастила. Все хочу как лучше, а получается все хуже и хуже. Каждый день все дальше, дальше. Разве что дети. Дети. Как хотелось оторвать их от суеверий, поднять к свету, к разуму. Задумал школу. Ха, школа? Какая школа? Кто повелел? Почему учителя студенты? Это чтобы прокламации сочинять, обыскать. Не было у меня в то время в России, не было в Ясной, а жаль. Все пошло бы иначе. Ведь все пруды трижды бреднем прошли. Искали, видите ли, печатный станок. Нет здесь ничего, кроме коряк. Ну ладно разговаривать. Придется поднимать пол в конюшне. Вот тут-то мне бы и выйти. Чем обязан? Что здесь происходит? Успокойтесь, граф, я имею предписание. А я имею право защищаться от разбойников и мерзавцев. Не делайте этого, граф. Опомнитесь, ваше сиятельство. Перед Богом ответьте, перед государем. Молчать! Потом бы петля или каторга. Ну и пусть. Тогда бы все стало на свое место. И было бы лучше, чем сейчас. Когда говорю одно, а делаю другое. Народ бы понял. Ну ладно. Надо спать. Так где же правда? Христос говорил, не протився злу. А когда зло в тебе самом, тогда как? Ах, надо заснуть. О, как страшно. Какой сон. Левочка. Левочка. Слава Богу. Спаси и помилуй, Царица Небесная Матушка. Где-то рубят. Где-то рубят лес. Доброе утро, Лев Николаевич. Доброе утро, Лев Васильевич. А ну-ка. Ну, не надо, я сам. Ой. Зашиблись, поди? Да нет, зашибиться не зашибся, а старый стал. Дедушка! О, вот тот. Дедушка, доброе утро! Доброе утро. Доброе утро, Доброе утро. Иди. Ну, Татьяна, как изволили почивать? Доброе утро, папа. Доброе утро. Пока вы тут собираетесь, я, пожалуй, пойду. Я пройдусь маленько. Пойду. Здравствуйте, ваше сиятельство. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Вчера был, сегодня опять пришел. Пришел. И так дам, а больше ты не дам, потому что все равно пропьешь. Так ведь за ваше здоровье, ваше сиятельство.
Благодарствую. А вы откуда? Из Арсеньева, батюшка. Это ваш? Мои. Спасибо. Эх, вот возьми. Спасибо. Спасибо. Спаси Христос. Здоровья вам, ваше Спаси сиятельство. Христос. Вы откуда? Село Богдановка. Я бывал, знаю. Нище живете. Не приведи Бог. Спаси Христос. Не вставайте, не вставайте, сидите. Откуда сами-то? Из Удоева, Погорельцева. Возьмите. Благодарствую. Орелка шли. Вот возьмите и вы. Доброго здоровья, батюшка, облагодетельствуй. Кавалер. Кавалер, ваше сиятельство. С турками воевал, с басурманами. Без ноги, без руки остался. Помогите, ваше сиятельство. Надо вам помогать. Надо. Благодарю, ваше сиятельство. А вы откуда? Можно с вами поговорить? Можно. Можно. Ну, что случилось? Я вот в Бога перестал верить. Ага. Дедушка, я тебя ждала. Это хорошо, что ты меня ждала. Вот. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Варвара Григорьевна. Доброе утро. Как спали? Прекрасно, Лев Николаевич. Хорошо. Кушай, пожалуйста. Тяжело жить на свете. Чего ж тебе так тяжело? Тебя все любят. А что же мне, может быть, не тяжело-то? Вот то, что кушанье хорошее, что ли? А? Нет, я просто говорю, что тебя все любят. Ну да. А сами поди думают, вот проклятый старикашка. Говорит одно, а делает-то другое. Пора тебе сдохнуть. Хватит фарисействовать-то. Полно, Лев Николаевич. Как куда повел? А что, правда? Ну, я вот таких писем много получаю. И считаю, что пишут мне это друзья. Друзья ли, Лев Николаевич? Я правду говорят, не кривят душой. Мам, я больше не хочу. Стал друзья. А вот посмотрите. Утром выхожу я и всегда вижу 5, 7, а то и больше голодных, оборванных, нищих людей. Ну и что? Ну, раздам, что могу. А потом сажусь верхом на лошадь, рядом кучер и катаюсь. Да, там стоял один. Я в окно видела. С таким нехорошим лицом. Хуже твоего? Хуже. У него не то чтобы некрасивое, а именно нехорошее лицо. Какое бывает у человека, который пьет, курит. Не доедает. Дедушка, а ты сколько блинов съел? Вот второй доедай. Третий он еще остался, а больше нет. Не дали. Не заработал. У меня сейчас такая интересная работа над книжками на каждый день. А тут вот это предисловие к статье Буанже о буддизме. Страшно мешает, отвлекает. Ну, не получается. Вот 7-й раз переделал. А уж если у меня не пошло, уж такой старый хрен, что напишу похуже волосного писаря. Значит, все-таки нужна муза? Как? Тут какое дело. Если уж вот так вот поступило, вот уж нельзя, не могу молчать, так сказать, вот где-то как кашель, вот тогда можно писать. Лев Николаевич, это еще вчера Сергеенко прислал. Тут мысли Лескова. Сергеенко сам записывал. Да, я помню. Давние дела, давние дела. Ну вот. Вот он пишет, а лучше ничего не делать, чем делать ничего. Что это тут такое? Или вот. Если бы Христос жил в наше время,
Да, мы попросили бы у него автограф, и этим все дело и кончилось бы. Лев Николаевич. Это твоя мысль. Нет, Он, видимо, тебя цитирует. Да нет, тебе кажется. Говорил, говорил. Да-да, папа. Помнится, это твоя мысль. Да? Да. Ой, давно было. А вот еще тут. Из Христа не сделали бы религии, если бы не выдумка воскресения, а главный выдумщик Павел. Что он сказал про Павла? Что он главный выдумщик? Вот это интересно, глубоко. Это серьезно. Вот еще. Левочка, что случилось? Вот, заплакал. У него всегда глаза на мокром месте. Его и маленького звали Лева Рева. Я вся в него в этом отношении. Удивительно. Вот я замечаю, крестьяне стали невежливы со мной. Сегодня 3 мужика встретились, не поклонились, а я поклонился. А раньше кланялись. А вы знаете, как говорят, когда тот, с кем поздоровались, не снимает шапки? Нет? Нет. Говорят, не снимай, а то вши расползутся. Это чтобы отомстить. Но я так не сказал. Ну вот, Варвара Григорьевна, Джемса вашего я прочитал. Ну и как? Ну что ж сказать, разбирался с трудом, пользовался словарем. Ну, как видите, все же одолел. Слабо, очень слабо. Поверхностно. И потом это перевод. Ну, перевод-то уж на вашей совести. А вот это вот там еще послесловие. Что-то там, потом какой язык. Ну, к чему это вот эта экзистенциальность? Ну, правда. Ну, к чему так вот уродовать язык-то? Вы знаете, тут иначе нельзя было перевести. Да. Тут просто необходим условный термин. И сублиминальный необходим. Ну, вот я 82 года прожил на свете и не слыхал такого слова. Сублиминальный. Ну и что может значить такое поганое слово? Подсознательно. Да полно вам, господа. Посмотрите, благодать-то какая. Алло, Маши. Благодать-то оно благодать. А вот что такое пот, я так и не понял. Вот я иду по земле. Ну вот земля подо мной. А тут что? Ой, прикинулись. Напустили туману. И что не по заковыристи, то и получше. Лишь чтобы никто ничего не понял. Вот единственная цель сейчас. Вы уж меня извините, Варвара Григорьевна. Рад бы душой, ведь вот правда дороже. Вот такой. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, дети. Ну вот, машина. Будет говорить моим голосом. Называется фонограф. Я вам уже говорил. Подходите поближе. Ну вот. Спасибо, ребята, что ходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не шалите. А то есть такие, что не слушают, а только сами шалят. Это по тебя, Вика. А то, что я вам говорю, нужно для вас будет. Вы вспомните, когда потом меня уж не будет, что старик говорил вам добро. Прощайте. Будет. Все, прощайте, будет сказано.
Ступайте-ка. Вы ко мне? Да. Я приехал сказать вам. Откуда приехали? С Урала. Ага. Я хочу передать вам мнение моих товарищей. Видите ли, после такой статьи, какую вы написали, прекрасная статья, вы не можете продолжать прежнюю жизнь. Пора от слов переходить к делу. Так. Ну что же вы предлагаете? Бросить бомбу? В кого именно? Этого от вас никто не ждет. Да. Надо будет бросить и без вас. Люди найдутся. Ну так что ж, а? Вы должны занять свое место. Да. Знать свое место каждому хорошо. Прошу прощения. Пожалуйста. Плохо сказал. Как думал, так и сказал. Высокомерно. Что он плохо думал? Это было прекрасно, Сергей Иванович. Благодарю вас. Страшная ошибка полагать, что искусство может быть бессмысленным. Потому что упадок искусства есть первейший признак упадка цивилизации. Когда есть высокие идеалы, так вот, творится во имя их высокое искусство. А нет идеалов, как у нас теперь. Так нет и искусства. Есть игра. Да, игра. Игра словами, игра звуками, игра образами, игра. Вот на днях получил письмо. Один кадет пишет. Как его? Принести? Да нет, не надо. Ну, пишет как раз в отношении декаденства. Что это? Упадок или прогресс? Я, разумеется, отвечаю, упадок. А почему вы так думаете? Ну, я потому так думаю, что цель-то искусства, ну, возбуждать возвышенные чувства. Высокое искусство родит высокие чувства. А может быть и наоборот. Низменное искусство может породить все, что угодно. Грубое сладострастие, например. Или вот еще есть такая вещь. Чувство исключительности собственного кружка. Модное такое чувство. Ну вот как раз у декадентов-то вот возвышенных чувств-то я не вижу. Нет, я отвлекся. Александр Борисович, ваша очередь. Ну вот. Тут уже кто-то открыл лист. Это кто же? Это я. Пустое. Александр Борисович,
Для души что-нибудь, дорогой, для души. Лев Николаевич, вот сегодняшней почты пришло. Так это от Гусева. Ну да, Николая Николаевича. Вот. Мало того, что сослали, еще обыскали. Нашли мои статьи. Теперь ему грозит новая кара. А мы тут с вами наслаждаемся музыкой и приятные беседы ведем. Так нельзя. Так нельзя. Беда идет по пятам. Куда ни повернись, не наткнешься. Куда ни беги, не отстанет. Много ее, много. А сколько людей, столько беды. А был я счастлив, когда? Был, наверное. Когда молодость шумела. Да, пожалуй. И те первые ночи, когда испуганное и страстное лицо на подушке. Ведь так я написал тогда бабушке Александре. Испуганное и страстное лицо. Почему у нас все так? Да. Почему у нас все так? Не знаю. А я знаю, потому что ты не любишь меня. Да, наверное, и не любил никогда. Ну что ты, Сон? Ну, любил. Ну как же любил? Да и сейчас. Что сейчас?
Ясно. Ясно. Как был я счастлив, когда. Да был бы. Был. Таня, Ну что, случилось? она в детстве всех веселила. Так, и жениха прости. Всегда самая веселая была. А уж когда на святки приезжали Дьяковы, тут уж было. Едут, едут! Миклисей! Едут, Хорошо, едут! мы пойдем встречать. Пошли. Милости просим. Прощение ждет. Моя зайчиха, а это заяц. Как же зовут зайца? Ну, где ж твоя талия? Как не было, так и нет. Ну тогда опусти меня на пол. У меня был нарыв на пальце. Мне положили припалку и завязали палец тряпкой. Потом он получился такой толстый, что мы прозвали его Миклексей. Ну хорошо, мир. Пошли танцевать. Танцевала рыба с раком, а девчонка с раком, а цибуля с собаком, а девчина с казаком. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, вынес, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтоб не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу. Я боялся жизни, стремился прочь от нее. И все же чего-то еще ждал от нее. Евангелие с поразительной грубостью, но зато с определенностью и ясностью для всех выражена та мысль, что отношение людей к нищете, к страданиям людским есть корень, основа всего. Кто одел голого, накормил голодного, посетил заключенного, тот меня одел, меня накормил, меня посетил. И кормили, и обували, и одевали. В 91-м голодном году надо было еще доказать право накормить людей. Но доказывали и кормили. Тогда вся семья помогала. Все были вместе. Сыновья помогали ладить столы, складывать печи, а дочки с утра готовили. Все время на ногах Таня, Маша. Надо было накормить много народу. Одни за столами, а другие уж в очереди стоят. Но кормили и радовались, потому что все были вместе, все были со мной. Со мной.
И все-таки деревенская нищета, на которую я нагляделся за те голодные годы, менее страшна, чем нищета городская, отягощенная унижением и пороком. Во всем этом я мог убедиться в дни московской переписи, когда я замыслил к делу переписи присоединить дело помощи нуждающимся. Помню, когда я в первый раз пошел в так называемую Ржановскую крепость, где мы должны были начать перепись, то еще не дойдя до этого знаменитого на всю Москву ночлежного дома, я мог уже составить свое первое представление о его обитателях. Ишь, разлеглась. Здравия желаю, ваше сестра. Здравствуйте. А вас там ждут. Я сейчас провожу. Да не скули ты. Сейчас отвезут твою маманьку. Ну и вот куда же? А, найдутся, подберут. Милости просим. Они сейчас в большом доме, что над колодцем. Я провожу. Милости просим. Осторожней, ваше средство. Во дворе Осторожней. какие-то обделенные судьбой люди грелись у костра. Тут скользко. Это, видимо, потому, что холод в жилище выгнал их на улицу. А чего же нас-то переписывать? У нас ведь нету ничего. Вон она, который день лежит не емши. Может, теперь и не встанет. Агафья, Агафья. Вон она. А сама-то она кто же? Она была распутная, а теперь никто не берет. Вот и взять-то и негде. Агафья. Ну чего надо? Глика. Так вы что же, совсем не ели ничего? Вчера не ела, сегодня не ела. Надька, вот возьмите. Батюшка, а мне ничего не дадите? Да, вам. Сохрани вас, Господь. Сережа, иди сюда. Сережа, иди к нам. Иди, не бойся. Ишь, залетел. А что тут у вас? А ты заходи, посмотрим. Угостим тебя. Некуда мне. Что же это у тебя за дела такие? Мне жилье искать надо. Зачем? А то хозяина забрали. Квартиру закрыли, опечатали. Ну так ты оставайся с нами. Да? Еще чего не хватало. Не бойся, не бойся. Не останусь. Сережа, пойдем со мной. Куда? Ну, я скажу, куда. Тогда он испугался, убежал. Может, не поверил, а может, изверился уже. Барин, дай копеечку. Добрый барин, Христа ради. Дайте мне денежку. Дай Бог тебе здоровья, Бог Христос. Он Агашке рублевку дал. Вот, и мне денежку дал. Сережа, ну что ж ты? Ну, пойдем со мной. Не ходи. Не ходи, обманет. Иди. Барин добрый, иди. Иди, барин добрый. Иди. Ой, милый ты мой. А добрый барин привел мальчика Сережу в свой дом, отвел на кухню, чтобы его там накормили и обиходили, и забыл о нем. Отвлекся своими делами. А когда вспомнил и зашел на кухню, чтобы посмотреть, ну как он там, то узнал от кухарки, что мальчик Сережа 3 дня как ушедший и ничего не сказавший. Это меня озадачило. Помнится, оскорбило даже. Ну как же так? Но, вдумавшись, я понял, что, может быть, мальчик-то Сережа
вовсе не нуждался в этом моем благодеянии. И, поняв это, я ужаснулся тому, какое же сложное дело я надумал. Что сделать благое дело вовсе не значит загнать людей под крышу, как загоняют стадо баранов. Я подумал, что тут могут оказаться какие-то новые сложности, что каждый захочет жить так, как он хочет. А поняв это, я задумался о многом ином. Трудно мне было дойти до этого сознания, но когда я дошел, я ужаснулся тому, в каком же заблуждении я жил. Я стоял по уши в грязи и хотел вытаскивать из этой грязи. В самом деле, что я хочу, думал я. Хочу сделать так, чтобы люди не были холодны и голодны, чтобы люди могли жить так, как это свойственно людям. Я хочу этого и вижу, что вследствие насилия, вымогательств, уловок, в которых я принимаю участие, отбирается у трудящихся необходимое, а не трудящиеся, к которым принадлежу и я, пользуются с излишком трудом других людей. И этим людям я иду помогать. Я иду помогать бедным. Да кто бедный-то? Беднее меня нет никого. Я ни на что не годный паразит. Вошь, пожирающий лист дерева, которому хочу помочь, видите ли, хочу лечить его. Левочка, что случилось? Да ничего не случилось. Но если накладывать телегу еще, то когда-то лошадь станет и дальше не повезет. Ничего не понимаю. А вот это вот надо понимать. В том-то и дело, что не понимаешь. А надо понимать, что так жить нельзя. Нельзя больше. Вот мне кажется, что ты несешь любовь. Ну, там, детям, может, даже мне. А я вижу, что это жесточайший эгоизм. И что любовь эта твоя на погибель. На погибель. И мне, и тебе, и детям. Всем на погибель. Не кричи. Не кричи, я сейчас уеду. Скажите приготовить дорожный сундук. Не надо никуда уезжать, а надо разобраться. Поговорить надо. Куда вы? Не надо никуда ходить. Тебе не дано понять, что я люблю детей до сумасшествия, до боли. Да не та это любовь, не та любовь, не так. Вот ты бы лучше поняла, что я не могу в этом доме уже быть, совершенно не могу. Я не могу воспитывать детей так, как их надо воспитывать. Каждый день пытка. Я не хочу больше быть хозяином поместья и его домов. Не желаю. Вот. Ну, значит, что? Зачем я тебе такой? Я тебе такой не нужен. Только отпусти меня. Отпусти. Нам надо или развестись, или в корне поломать жизнь. Надо раздать имущество. И зажить трудом. Трудом, собственным трудом, своими руками добывать хлеб. Как все люди живут, как крестьяне живут. Папа прав. Если ты уйдешь, я убью себя. Я тоже думаю, как папа. Я не могу жить без тебя. И о какой перемене ты говоришь? Я не способна это понять. Я не могу с этим согласиться. Ты хочешь разрушить жизнь во всех отношениях счастливой во имя каких-то химер. Ну разве не счастливую? Ведь мы же семья. А семья – это труд. Какой это труд? Если ты имеешь в виду мои писания, то я считаю, что это разврат. Торговать своими мыслями ничуть не лучше, чем торговать собственным телом. Труд – это другое. Боже мой, о чем ты говоришь? Разве это не труд? Я переписала 1000 страниц, которые читает весь мир. Болтливую дребедень ты переписывала. Опомнись. Ты раздаешь трудом заработанные деньги направо и налево пьяницам и бездельникам. А ты бы спросила, почему? Мама, почему? не надо, умоляю. Тогда я никуда не ушел, и жена никуда не ушла. И жизнь, казалось, потекла прежним порядком. Но все изменилось. Все изменилось. Я стал мучительно думать, как же мне теперь дальше жить? Как отплатить народу, у которого я беру так много и отдаю ему так мало?
Вот тогда мы сблизились с Владимиром Григорьевичем Чертковым. Его мучили те же мысли. И вместе мы решили образовать издательство под названием «Посредник». Такое издательство, которое могло бы за самые малые деньги давать народу наиболее талантливые, умные и честные произведения литературы. Вы писали Щедрину? Да, писал. Я думаю, что он может много полезного для посредника. Да, он пишет много. Ну и талантливо. Не все. А кто все? Все не бывает. Во всяком случае, он пишет много интереснее других. Вот он прислал несколько вещей на выбор. Я пытался встать на вашу точку зрения. Не получилось. А что ж так? Он жесток и задирист. А разве это наш путь? да, ну как талантлив. Из всего, что он предлагает, для нас подходит разве что рассказ «Пропала совесть». Да и тут хватает всякого. А что, в жизни не хватает всякого, Владимир Григорьевич? Тут жизнь не мерка. Ну, это нас может далеко завести, пожалуй, а, Владимир Григорьевич? Цель всего издательства – проникнуть в душу простого человека. С этого и начинался посредник. Ну, я помню. А у него в каждой строке яд и злоба. Так и отпугнуть можно. Разумеется, вам решать, но, на мой взгляд, мы не должны, Лев Николаевич, мы не должны менять направление. Право не должны. Поначалу меня сердила эта его категоричность. Да, может быть, и я его тоже чем-то сердил. Мы спорили, почти ссорились даже. Но постепенно приладились друг к другу. И так пошло на всю жизнь. С той поры прошло четверть века. А что изменилось? Что изменилось? Изменилось многое. Меня отлучили от церкви. А то, что я утверждаю, что Царствие Божие не в церкви, а в сердце каждого из нас. Мы разделили имение поровну на 9 частей. Я оставил жене права наследования на издание сочинений, написанных до 1981 года. Но она считает, я боюсь, что кроме нее еще многие, что я поступил несправедливо, что она и дети имеют право наследовать все. Она хочет издавать все и получать за все деньги. Ну как же, 8 человек детей, и каждый хочет жить, как положено, графу. Но ведь это ж неправда. Неправда. Они разные, в них много хорошего. Разве Таня, Саша, Сергей думают так? А Маша, а Ванечка, какие утраты. Ну что ж, спасли их ее деньги. Что говорить? Она как все. У всех 2 опоры, икона на деньги. И она твердо знает, что пусть самую пустую мою строку все же можно обратить в деньги. Ну как же, для нее все ценности имеют свою меру. За прошлый год, когда от Черковых ехали через Москву в Ясную, она была на самой вершине счастья. Ну как же, газеты писали, мол, что было 30 тысяч. Кто их считал? Собрались с утра, знали, что поедем через Москву, хотели проводить. Ну, надо думать, что это был ответ на мою статью о повешенных. Но, видит Бог, не для популярности я ее писал. Я не мог ее не написать, поэтому и назвал так «Не могу молчать». Не могу молчать. А потом подумал,
Не дано человеку увидеть себя со стороны. Ай, поди-ка и я был хорош. Ну что ж, пожалуй, я пойду. Да, конечно. Берегите себя, Лев Николаевич. Вы себя берегите, дорогой. Большое вам спасибо. До свидания. Софья Будьте Андреевна. здоровы. До свидания. Как царей провожали. Пожалуй, не делает нам чести. А? Да, есть у нее и третья опора. Царь-батюшка. Крейцеру сонату отбила. Лично у государя-императора отхлопотала разрешение. Бедная моя, как же ей все-таки трудно. Ей же кажется, что все в этом мире установилось навечно. И богатство, и бедность, родители и дети, и царь-батюшка, который все за всех решит по справедливости. А пришел 20 век, все рушится, все меняется на глазах. Какое столкновение идей, какая схватка страстей. Батюшка-царь не тот, и народ не тот. А мне теперь все не страшно. 3 раза умирал, приспособился. Тогда в Гаспре совсем было на тот берег ушел. А вернулся. Умирать-то неохота, неохота. Интересно. Все интересно. Что-то вот никак не разгляжу. Что это там? Поглядите-ка, голубчик, у вас глазки-то поострее. Что это там на горизонте? А? Полагаю, это парусник. Ага. А разве ходят еще? Здесь еще ходят порой. Наверное, из Турции. А говорят, у вас волжский. Видимо, это неодолимо. Ну, а что ж, красиво. Да. Меньшинство нуждается в Боге, потому что все остальное у него есть. А большинство, потому что ничего не имеет. Вот именно. К вам, великий князь Николай Михайлович. О, ваше высочество. Честь имею приветствовать. Какой сюрприз. Зашел проведать Льва Николаевича. Очень приятно, спасибо. Левочка, посмотри, кто к нам пришел. Милости просим, я сейчас. Очень приятно, очень приятно. Милости просим. Надеюсь, я не помешал? Ну, что вы. Пришел узнать, как здоровье. Присаживайтесь. Спасибо. Вот одолеваю ее. Может, еще и подымусь. Думаю, теперь в этом нет сомнения. Спасибо. А мы здесь рассуждаем о Боге. Кто и во что верит. Очень интересно. Я бы здесь припомнил Фридриха Прусского. Он очень хорошо сказал. Каждый должен спасаться асафасом по-своему. Он же говорил, рассуждайте, как хотите, только слушайтесь. Правда, умирая, все-таки признался, сказал, я устал управлять рабами. Знаете, так называемые великие люди крайне противоречивы. Но это им прощается.
наряду со всякими иными глупостями. Хотя противоречие не глупость. Дурак упрям, а противоречить-то не умеет. А Фридрих странный был человек. Да, да. Легенды складывались. Да. Заслужил славу лучшего государя у немцев, а сам их терпеть не мог. Ну, даже Гёте и Виланда не любил. Да. Тогда я выбрался. Спать надо. Завтра тяжелый день. Все надо сделать так, как решено. Здравствуйте, Доброе Лев утро. Николаевич. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Прошу, Лев Николаевич. Двадцатого написал через Т. Ну, пусть думают, что был безграмотный. А вот, цифра есть. Лев Николаевич, перед подписанием позвольте задать вам один вопрос юридического характера относительно вашего завещания. Об этом просил Муравьев. Пожалуйста. Это завещание в точности выражает вашу волю? Да, в точности выражаю. И вы сами его составили? Да, сам составил. Прошу вас еще раз внимательно прочесть текст, так как в данной редакции завещания есть некоторые сделанные вами изменения. Первое. Где говорится, что графине Софье Андреевне Толстой предоставляется полное право пользования всеми сочинениями, написанными до 1881 года, в данной редакции вами опущено. Да, опущено. Так, в другом месте, где говорится, что Владимир Григорьевич Чертков, как и прежде, издавал бы ваши произведения, вы добавили слова «на прежних основаниях», то есть не преследуя никаких материальных личных целей. Да, это надо было сделать, чтобы никто не мог упрекнуть его, что он здесь ищет личную выгоду. Владимир Григорьевич просил передать вам это перо. Он сказал, Лев Николаевич, что вам так будет удобнее. А, резервуарные. Да, помню. Что ж, надо писать граф? Да нет, пожалуй, можно и не писать. Пишите, Лев Николаевич. Спасибо. Ах, какие мы с вами конспираторы. О, Господи. Возьми, да. Левочка, ну ты опять забыл. Мы же пригласили сегодня господина Дранкова. Он приехал к 2 часам с аппаратом, а тебя все нет и нет. Мы обыскались. Сердечно приветствую вас, Лев Николаевич. Совершенно упустил из виду. Пожалуйста, предложите графине руку, Лев Николаевич. Вот-вот, так будем и снимать. Будьте добры, двигайтесь, идите на меня. Весь смысл в движении. Да-да. Прошу вас. Софья Андреевна, прошу вас. Ты что, уже все съела? Лев Николаевич. Молодец. Нет, у меня есть, спасибо. А? Все скушала. Ну-ка. Вот. В 1975 году, будешь говорить, вот был такой Лев Толстой, так я с ними из одной тарелки ела. Ой. Пожалуй, нет никаких оснований кичиться тем, что, мол, христианин. Христианство
не имеет ничего такого, чего не имела бы любая другая религия. Ну и в особенности, скажем, буддизм. И пора поменьше ссылаться на Евангелие. А много всякого рода нелепостей, противоречий. И страшно бывает подумать, вот так, когда оглянешься на историю человечества, столько всяких злодеяний совершено именем Евангелия. Что, Христа? Ну что? Я же правду говорю. И вы знаете, что я говорю правду. Ну, вот, например, вот такой случай был. Еще в 1904 году Софья Андреевна попросила прислать стражника. Что это ты, Левочка, как бы совсем не к делу? Ну, сейчас к делу-то и выйдет. Прислали. Подхожу я к нему, спрашиваю, что это у тебя тут сбоку привешено? Ножик какой-то, что ли? А он так отвечает. Не ножик, это тесак. Ну и что ж ты собираешься им резать? Хлеб? Он рассмеялся. Какой хлеб? Каково же? Мужика, что ли, который тебя хлебом кормит? А он. Случай будет, буду резать и мужика. Я говорю, как же у тебя совесть позволит резать брата мужика? Ты же сам мужик. А он говорит, вот, может, совесть ты не позволит, а резать буду. Должность такая. Почему же ты пошел на такую плохую должность, спрашиваю его. А он. Ну, потому что мне красная цена в месяц 16 рублей. А за должность получай 32. Вот это его рассуждение много мне объяснило в окружающем мире. Ну вот хоть Столыпин. Вот мы знаем хорошо его отца. Его, помню, сам качал я на коленях. Тоже, поди-ка, совесть не позволяла вешать. Ведь вот вешал. И будет вешать. А почему он будет вешать? Потому что должность такая. А почему же он взял эту должность? Да потому, что самому-то ему цена, может, даже не 16 целковых, а ломаный грош. А получает он за эту должность 80 тысяч рублей в год. И вот все они таковы. Порядочные люди из так называемого высшего общества. В обиходе очень все любят. Пока не коснется должности. А коснись должности, истые звери и палачи. Прошу извините за резкость. Простите меня, Лев Николаевич. Но этот ваш стражник – обыкновенный русский мужик, каких у нас еще 100 миллионов. Если бы не было помещиков, в том числе вас, граф, то эти мужики озверели бы окончательно. Страшно слушать, что вы говорите, уважаемая Ольга Александровна. Страшно. Уж если кто и звери, то не мужики, а мы, помещики, которые грабят их и живут за их счет. Что же касается всяких просветительных намерений и деятельности, это не более чем самое обыкновенное баловство от безделья и скуки. Очень прошу меня извинить. Сколько новых и интересных мыслей довелось мне сегодня узнать. Ой, je te compris. Ну вот, пожалуйста, слепой объявился. Теперь не уйдет, пока не выйдешь к нему. Ты куда, Левочка? Да слепому? Значит, никуда не уйдет, пока я не появлюсь. Будет сидеть до скончания века.
Слышу, появился. Кто-то. Так, видимо, не доспорили. И не доспорим. Твое христианство выше учения попов, но оно ложь. Твои ученики разбойники. А ты атаман разбойников. Все вы мерзавцы, и ты первый. Так, ну уж если так решил, тебя не переговори. А как он на самом деле, не нам с тобой решать. Жизнь покажет, время. Время. Нечего на время валить. Все и так ясно. Левочка, ну неудобно. Что за демонстрации? Филипп, довезешь его до станции. Трогайте. Ну, поехали. Дверь открытится, тебе открытится. Иди, ты попомни свои слова. Извините, голубушка. Сынерья. Ну, запей. Не хочу больше пить. Ой. Сколько с ним не говорил, он все свое. Атаман разбойников и мерзавец. Что говорить с этим сумасшедшим? Вся губерния знает, что он сумасшедший. А мне интересно и полезно. Ведь только вот от сумасшедших, да от детей услышишь истину-то. Но взрослых не дождешься. Интересно. От нормальных, так называемых. Ну-ка, доедай-ка. Вот я ей завидую. Она будет жить в другую эпоху. В какую же другую? Танечка, нам пора. Отменят земельную собственность. Ну, это еще когда будет. Спасибо, баба. На здоровье, деточка. Это скоро будет. Ну что, Видно, пойдем? что уж скоро. Дай мне ручку. А как же это будет? Под Джорджу? Может, под Джорджу, а может, сами разберутся. У нас теперь своих Джорджи хватает. Да уж, предостаточно. Да. А вот я получил статью на отзыв от некого Полилова. Великолепно написано. Ясно, глубоко. С отличным знанием предмета. Послал благодарность. Сетрофор. Сердечно благодарю, графиню. Ну, куда же вы от сладкого? Сердечно благодарю. Едва Ну, поспеваю что к поезду. М-м. Нельзя ли попросить заложить коляску? Конечно, конечно. Ревуар, Ольга Александровна. Папа, тебе действительно понравилась статья Полилова? Конечно. Я же сказал. А что, ты его знаешь? Да. Кто это? Знаешь, это псевдоним. Полилов женщина. Нет, правда. Ну, не может быть. И очень близкая тебе женщина. Не. Нет, правда. Ну, кто же это? Я. Вот твое письмо. Я уже выучила его наизусть. А где же Полилов? Я ж так ясно его представил. Такой худощавый, в синем пиджаке. Целуются. Ага. Села. О, ручкой сделала. Уехали. Понеслась накладать по околотку. С катертью дорога. А мама опять взялась спорить с мужиками. Ага. Ведь сказано было, я ничего менять не собираюсь. Не имею права ни по людскому закону, ни по божескому. И в суд уже заявлено. Ведь по божескому-то закону простить в самую бы пору вышло. Матушка графиня Софья Андреевна, ну в самую бы пору. Ведь не от хорошей жизни нужда заставляет. Грех на душу берешь, Андрон, грех берешь. Ну какая такая особая нужда? Ведь всем с вами делимся. И все вам мало. Обязательно украсть надо. Да красть-то не крали ничего. Но только и взяли, что 3 ствола лишку. Так неужто вы обедняете от этого?
А тебе бы помолчать надо. За тобой давно замечено. Совсем совесть потерял. Нет, 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 и не просите. Пускай суд решает. Ах, Лев Николаевич, Лев Николаевич. Ничего, ничего. Господам членам Государственного совета, неустанно пекущемуся о благе народном, отнюдь и бесполезно узнать, что думают в России по некоторым насущным вопросам. Ничего, ничего. Я привыкла, не щадя ни здоровья, ни гордости, налаживать отношения, которые ты моментально опрокидываешь. А что, да? Мужики, Левочка, мужики. Совсем распустился народ. И не без твоего участия. Ничего святого не осталось. А когда дело доходит до прямого грабежа, то ты очень хороший, очень добрый, а я скаридная душа. А у тебя все хорошо, все прекрасно. Лишь бы не противление злу. Да не зло это. Горе, горе. Нищета. Различать надо. Да уж вы различились с Чертковым. Он готов всех по миру пустить, и меня в первую очередь. Да при чем тут Чертков-то? Ну при чем Чертков? Да при том. Я не слепая и не глухая. Все вижу. Таня, принеси мне капли. Ой. Бедная моя. Софья Андреевна. Нурат Петрович, вы объективный человек, но как к этому можно отнестись? Софья Андреевна, нельзя. Надо все понять. Ваша забота семья, его забота человечество. Я не способна это понять. Пока вы этого не поймете, то это будет продолжаться постоянно. Я не могу это понять. Нет. Я не могу жертвовать семьей. Не могу. Нет, выпейте еще это. Так. В свое время Руссо написал: гнев, злоба – это признак бессилия. Как это верно! Как это верно!